В Уфимской художественной галерее открылась выставка кукол. Экспонаты – необычные игрушки, их по праву можно назвать актерами Башкирского театра кукол. Выставка посвящена 85-летию театра и получила название «Переплетая быль и небыль». Таким образом подчеркивается таинственность и загадочность происходящего на сцене. А еще это дань памяти бывшему главному художнику театра Наилю Байбурину. Часть экспозиции посвящена его произведениям. Подробности в материале Алексея Медведева. Эта мансарда служит домом для кукол уже несколько десятков лет. Одни были свидетелями основания театра, другие появились на свет совсем недавно. Это вот принц, заколдованный в змее. Кстати, не очень кукла такая древняя, наверное, лет 10 ей. Покидают свой дом куклы второй раз. В прошлом году уже выезжали на выставку, посвященную Дню кукольника. Никто и не догадается, что в этих клетчатых сумках не картошка или строительные материалы, а бесценные экспонаты театра. Рабочие загружают последние декорации, и машина растворяется вдали. Собственно, «Даль» – это Уфимская художественная галерея. Куклы заняли все 3 зала, а это еще малая часть коллекции театра. Встречает гостей выставка авторских кукол и кукол персонажей легендарных спектаклей, таких как «Божественная комедия» и «Белый пароход». Вот буквально 2 куклы у нас осталось, 3, потому что спектакль тоже очень старый, он в 1977 году был поставлен, уже куклы, конечно, истрепались. Здесь это поролон внутри, это папье-маше, и это мешковина, покрашенная мешковина просто. Это не потому, что куклы были примитивные, это вот такая стилистика. Второй зал знакомит зрителей с постановками последних лет, такими как «Хроники путешествия Нильса» и «Тысяча и одна ночь». Не всем куклам хватило места на стене. Например, этот ифрит из спектакля «Тысяча и одна ночь» буквально парит над зрителями, сверкая зловещими красными глазами. Каждая кукла имеет свою историю. В каждой энергетика и характер художника, который ее создавал, и часть души актера, которую тот вложил в нее. Повесили меня тут, вижу. Чей-то меня повесили тут. Вот у него рука живая, понимаете? Почему она живая? Конечно, перчатку надо на руку одеть. Он может вот погладить, там, понимаете, обнять. Ух ты мой. Ой, ты мой золотой цыпленок. Вот наша, так сказать, актерской профессии. Мы переживаем, живем, входим в состояние персонажа, так сказать. Мы их чувства передаем. Ну а третий зал целиком посвящен заслуженному деятелю искусств республики Наилю Байбурину. Его творчество всегда имело прикладной характер. Это и сотни кукол, созданных им или под его началом, и эскизы к спектаклям, которые можно рассматривать как самостоятельные художественные произведения, и даже его картины, которые, как правило, были связаны с жизнью театра. Кроме того, он стал основоположником современных течений в изобразительном искусстве Башкортостана, таких как инсталляция и перформанс. Он собирал художников под свое крыло, договаривался со всеми какими-то структурами, чтобы это было и профинансировано, и местное население принимало активное в этом участие. Допустим, некое хождение вокруг большого монументального образа лошади. В конце он поджигал самолично эту лошадь. Это был такой межкультурный, межцивилизационный такой мост. По словам руководства театра, такие выставки могут стать ежегодной традицией. Учитывая, что на чердаке театра кукол осталось еще много замечательных актеров из папье-маше, не покидавших стен здания, а в этом сезоне намечается множество интересных премьер, зрители смогут узнать о театре еще много нового. Алексей Медведев, Вадим Зараев, Урал Шарипов, Россия, культура, Башкортостан. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго.